американский композитор популярной музыки, автор более 500 песен, многие из которых получили мировую известность. В 1940-е годы он сотрудничал с поэтом-песенником Джонни Мерсером, и благодаря чему появился такой хит «Ночной блюз». Итак, в исполнении Ирины Слепцовой, Вячеслава Воронина, Виктории Алексеевой и Нины Николаевой звучит «Ночной блюз». Вы меня извините, пожалуйста, Да. можно к вам обратиться? Музыкант. Ага, вы знаете, вы бы сказали, кто на чем играет. Хорошо. Это ансамбль флейтистов, все играют на флейте, кроме аккомпаниатора, она играет на рояле. А так вот у нас 4 флейтиста. Среди которых один красивый мужчина. И юная студентка, Вероника Алексеевна. Какой консерватор? Второй искусственный. Музыканы istele ostar. Kiinaga duhartsda. Yine değil. Gri bana uzun. Слушаем его произведение, которое называется «Вечеринка». Тот же квартет.
такой инструмент. Какой он размером? Примерно 70 сантиметров, такой красивый серебристый цвет, металлический. Играют двумя руками, на эти клавиши нажимаете, да? Клапана, да. Клапана называются, да? И дует, вот там есть специальная такая. Да. Специальная головка. Состоит флейта из 3 частей. Верхнее колено, где находится губка, и отверстие райзер, куда вдувается струя воздуха с помощью губ и дыхания, и получается звук. Среднее колено, где основная масса клапанов, так сказать, откуда выходит звук, да, ноты, волшебный так скажем, звук. нажимаемые, и среднее колено. Тут действует только один палец, но клапана тоже имеется. Играет. Да, играем двумя руками, держим на губах, поперек тела. Спасибо. Ну, а сейчас произведение Германа Бихтинга. Он был продюсером, актером и композитором. А какое произведение было? Сумерки. «Сумерки».
мелодии якутского композитора-мелодиста Валерия Ноева. В его музыке красочность мелодии органически сочетается с высокохудожественными текстами. Мелодии считаются лучшими образцами якутской песни. Многие стали из них народными. Валерий Ноев писал так: «Человеку родная земля является матерью родной. Человеку родная земля является любимой женой. Человеку родная земля является родным ребенком. Любовь к родной земле – это любовь сына к матери». Такие удивительно точные слова и человека, который действительно любил свою землю, своих родных, свою, и писал музыку. И сейчас мы услышим произведение «Красавица Анга» и всем известный «Жаворонок». Итак, Вячеслав Воронин, Ирина Слепцова, аккомпаниатор Анисия Кривошапкина.
душевно на наши просьбы. Вы приходите радовать нас своим творчеством, вы дарите нам настроение, позитив, вы дарите надежду на все лучшее. Вот сегодня мы окунулись в такие грезы, поднимемся все потихонечку на 3-й этаж, мы вас под ручку возьмем. Сарай. Рядом с сараем лежит груда поленьев, прикрытая снегом. Крыша дома прохудилась, с 2 сторон печной трубы на крыше не хватает досок. Но в этом доме все равно живут, потому что из трубы валит большой густой дым. Вообще на всех этих крышах домов, а сзади нее она тащит небольшую груженную телегу. Горячее дыхание лошади клубится в холодном облаке пара. Рядом с лошадью, сквозь морозную дымку, видна фигура коренастого мужчины, идущего за лошадью неторопливой, развалистой поступью. Несмотря на сильный мороз, в небе яркое, круглое, желтое солнце, которое напоминает нам обычную яичницу, которую мы готовим. От его сияния обрамлено копной густой темных волос, широкие плечи понуро опущены, ноги, обутые в подвернутые болотные сапоги, расставлены по ширине плеч. Бородатый, да? Нет, он не бородатый, у него только молодой. Ага. В вытянутых между колен руках мужчина держит моток длинной веревки. Но, скорее всего, это аркан, которым они ловят оленей. Лицо у мужчины застыло в задумчивой грусти. На нартах рядом с ним стоит небольшой радиоприемник с серебристыми панелями. Тоненькая антенна. Это спидола. Выдвинута на всю длину. Он слушает сонливо прищурившись, уютно расположилась черная собака. Картина преобладает мягкие такие натуральные оттенки желтого, зеленого цветов. Только хмурое северное небо, покрыто серыми тучами, слабо освещается горизонтом. Это осень. А картина веет таким тихим умиротворением. И кажется, будто герой картины только что присел после тяжелого трудового дня и позволил себе насладиться музыкой суровой северной тундры, вдали от всего мира. Да, пока они пасутся, он очень устал, жизнь тяжелая тундра. Нужно много дорог пройти. Вот все и слушают музыку. Ветром музыку, знающий детство, и руки в голову поневоле, в тундре он пропадал самолетство, и душа прикипел к магнитоле. Сквозь шипение повисли реки, и шуршание слов незнакомых. Чуть послушай, что же там в мире на просторах больших и огромных? Особенно после зорниц, когда ноет спина, тянет жилы, ждет надежды, кто голос певицы, что всегда придает